Когда он, зараза, не хочет ремонтироваться, хочется сказать пару, так сказать, ласковых материнских слов. Почти 30 лет на этих станках. Наладчик и ремонт. Профессия как профессия, господи. Рабочая обычная профессия. Не сидеть за компьютером там или за столом, а что-то делать своими руками. Запускаем, проверяем, выставляем под размер и вперед. На благо Родины выдавать продукцию. Прихожу, осматриваю все станки, проверяю оборудование. Вот здесь стоят алмазные круги. Я их проверяю. Если они уже заканчиваются, их надо менять на новые. Ну и так далее. Масло, все остальное, вода. Все это проверяется, смотрит, что запускаю. А потом уже приходит шлифовщица и становится. Я говорю, все нормально, становись, работай. И вот она приходит и работает. Все. Станок пошел. Можно шлифовать. Вот так каждое утро. Запускаем, проверяем, выставляем под размер и вперед. На благо Родины выдавать продукцию. С 1988 года, это сколько? Почти 30 лет. Вот видишь, почти 30 лет на этих станках. Наладчик и ремонт. Все вместе это на мне. В общем, чтобы шлифовщицы работали, станки должны работать. Вот это моя обязанность. Шлифуется твердый сплав. Как объяснить? Я даже не знаю. Шлифовка твердого сплава изделий. Для этого надо и налаживать, и ремонт, и все остальное, чтобы качество было. Станок запускается, здесь набирается программное обеспечение. В смысле, как это правильно сказать? Программа набивается, станок, потом включаешь станок и начинаешь под размер каждое изделие, подгонять каждое разделие, все, править круги, все остальное. И только тогда станок готов к работе. Как-то не выбирал профессию, просто так получилось, что я пришел сюда и так больше не ушел отсюда. Надо было куда-то идти работать. В одном месте поработал, во втором, фотографом даже был. Ну, здесь работал друг. Он мне, пройдем к нам, говорит. Ну и зарплата, соответственно, была в то время. Я говорю, ну пойдем. Ну пришел, понравилось, коллектив шикарный. Что еще надо молодому человеку? Да, здесь молодой коллектив был, девушки красивые. Чего бы не остаться? Я и остался. Приятно делать, знаете как, что люди пришли и работают. Вот женщины работают, они зарабатывают деньги. А это практически зависит от меня. Многое чего. Если станки не будут работать, они не будут работать, зарплату не получат. Ну, приятно все-таки, как от тебя что-то зависит. Скажем так, что я не знаю, как профессию эту. Профессия как профессия, господи. Рабочая обычная профессия. Не сидеть за компьютером там или за столом, а что-то делать своими руками. Когда были хорошие учителя, быстро научишься. А учителя были хорошие, со стажем большим. Ну, естественно. Когда на практике все быстрее, чем в теории. Теория – это забудьте то, что вам говорили в школе, и делайте все поэтому. Тут точно так же. Так что ничего сложного.
горит такие, гори. Так, так. Когда он, зараза, не хочет ремонтироваться, хочется сказать пару, так сказать, ласковых материнских слов, чтобы перестал выпендриваться и пошел. Один станок себя так ведет, другой так, третий так. Все по-разному, как люди, абсолютно. У всех свои капризы, у всех свои недостатки. Каждому, конечно, нужен подход свой. Кто-то ласку любит, кто-то, наоборот, кувалдой помахать. Все хорошо, но есть одна проблема большая. Мы здесь работаем, нам уже всем за 50, кому-то и больше. А молодежи нет. И, скажем так, за 50 есть за 50, иногда и здоровье шалит, и еще что-то. А заменить неким. И это большая проблема. Сюда мало кто идет, никто уже не хочет из молодежи. Сложный вопрос насчет перспективы. В наше время это весьма сложный вопрос. Если он работает, значит он нужен. Хотя тоже все очень относительно. В наше время все может закончиться в любой день. И завод, и все остальное. Так что вот такие проблемы. Скажем так, наша работа нужна, дай бог, еще пусть будет нужна, чтобы мы не остались без работы. Тем более, что это наша продукция, это как это идет, машиностроение. А без этого многие заводы могут встать. Да, действительно. Без лишнего пафоса это скажу, но это так.